Умет, Умет, просыпайся. Отвали. Умет. Умет, время уже 8, давай просыпайся, тебе на работу пора. Еще 5 минуточек, подожди, а? Не доставай. Умет, говорю, просыпайся уже. Слушай, просыпайся уже, ты опоздаешь, ёлки-палки, с работы уволят, ты это понимаешь? Еще 5 минут. Ну вот, друзья, как вы видите, мой брат-близнец Умет очень ленивый человек. У него прям вообще отсутствует сила воли. Я не знаю, что с ним дальше будет. Если вы такой же, то поздравляю. Вы засорили свой мозг. Друзья, не волнуйтесь, мы исправим эту ситуацию. В сегодняшнем выпуске Эверест Блог мы поговорим о том, как улучшить силу воли. Ну что ж, готовы? Давайте минут 5 подождем еще. 5 минуточек, все нормально сейчас. Оператор, у нас есть 5 минуточек? Ну, сейчас минут 5 начнем, да. 5 минут подождем еще. Сейчас все будет. Ну что ж, друзья, самое время приступить к советам, именно к тем советам, которые помогут вам развить зверскую силу воли. Вы готовы? Мы готовы. Поехали. Совет номер 1 от мужского салона Эверест: как усилить силу воли. Во-первых, самое главное, вы должны осознать текущее положение дел. С чего можно начать? Начать можно с того, что вы должны опросить своих друзей о своих же вредных привычках. Делаем это следующим образом. Просто берем своего друга, спрашиваем: брат, а какие у меня есть вредные привычки? Ты знаешь, ты поздно просыпаешься по утрам. Да, это очень плохо. Да, это очень плохо. Спасибо, брат. И я записал. В принципе, это как-то так и делается. Совет второй. Отыщите свой стимул к дальнейшим действиям. Скажу вам по секрету. Хотя, какой это секрет? Самый лучший двигатель в мире – это стимул, друзья. Постарайтесь отыскать именно тот стимул, который будет держать вас в ежовых рукавицах. Совет номер 3. Придерживайтесь определенной цели в определенный промежуток времени. Друзья, этот совет очень прост. Ставим себе определенную цель и говорим себе каждый день: в это время я буду это делать. Итак, мы имеем дело с двумя определенно крутыми способами, как можно делать что-то в определенный день. Методы очень простые. Первый метод – ограничение по времени. Ну а второй, самый действенный, это метод кнута и пряника, друзья. Первый метод поможет вам не разбазаривать ваше ценное время на всякие безделушки, да всякие бесполезные действия. Ну а второй метод либо поощрит, либо накажет за провал. Друзья, лично я советую вам воспользоваться методом кнута и пряника, потому что чем слабее воля, тем сильнее кнут и тем слаще пряник. Итак, как мы все это делаем? Ставим цель, выполняем ее. Выполняем, получаем пряник. Не выполняем, получаем кнутом. Все очень просто. Итак, совет номер 4. Начинайте с меньшего. На самом деле совет очень простой. То есть мы каждый день должны что-то делать. Но то, что вы действительно способны сделать. Кто-то может начать с 5 отжиманий в день, а кто-то может начать с изучения 5 английских слов каждый день. Совет номер 5. Закрепите успех. Друзья, по мере того, как вы выполняете свои задания и цели, которые вы ставите себе каждый день, обязательно закрепляйте свой успех. То есть, дошли до определенного уровня, повышайте планку. Никогда не задерживайтесь на одном и том же месте. Сегодня вы изучили 5 слов, завтра изучили 5 слов, послезавтра 10. Ну что ж, друзья, мы очень надеемся, что после просмотра этого выпуска Эверест Блога никто из наших почитателей не останется безвольным. Запомните, ваш успех напрямую зависит от того, насколько крепка ваша воля. Развивайте силу воли, идите к успеху и смотрите наш Эверест Блог. И не забывайте подписываться. Пока. Смотри больше новых роликов и найди свой стиль. Переходи по ссылке в описании и подпишись на канал Салон Эверест.